Здравствуйте, Даур Вадимович. Спасибо большое, что нашли время, встретились с нами и готовы ответить на наши вопросы. И в первую очередь я бы хотел спросить у вас, расскажите, пожалуйста, как складывается внешнеполитическая ситуация на сегодняшний день вокруг Абхазии? Необходимо выделить встречу, которая проходила 21 ноября в Сочи между президентами Республики Абхазия и президентом Российской Федерации, в ходе которой президенты обсудили двустороннюю повестку, которая сегодня есть между Абхазией и Россией. Вы знаете, сегодня президент Республики Абхазия он давал брифинг, на котором рассказывал об итогах этой встречи. Конечно, встреча была очень содержательной, и сегодня мы имеем возможность наблюдать за уже реализацией тех договоренностей, которые были достигнуты на этой встрече. В продолжение могу сказать, что этот месяц был насыщен встречами. Вы знаете, что не так давно в Абхазию приезжала большая представительная делегация Сирийской Арабской Республики. Это были представители Союза ремесленников Дамаска. Проходила большая выставка, которую организовывала Торгово-промышленная палата. В рамках этого мероприятия также приезжал посол Сирии в Российской Федерации. Мы провели достаточно хорошие встречи. У посла была встреча с президентом Республики Абхазия. Проговаривали дальнейшее взаимодействие между Республикой Абхазия и Сирийской Республикой. Сегодня, вы знаете, в Республике Абхазия с ответным визитом находится делегация КНДР. Это представители торгово-промышленной палаты, которые также приехали по приглашению нашей торгово-промышленной палаты для того, чтобы обсудить возможности взаимодействия между торговыми палатами Северной Кореи и Республики Абхазия. То есть довольно-таки много различных мероприятий проходит, которые направлены на расширение двусторонних повесток. И буквально вчера под эгидой депутатов парламента Республики Абхазия проходила также первая встреча. Это встреча Лига друзей Абхазии, на которой также присутствовали представители различных стран, говорили о возможностях, о путях дальнейшего расширения круга стран, которые могут признать Республику Абхазия, обговаривали пути, как можно использовать народную дипломатию в достижении этих целей. Поэтому довольно-таки насыщенный был месяц. Скажите, пожалуйста, Лига друзей Абхазии, да, это первая встреча, это, скажем так, первый кирпич, заложен, я так понимаю, в перспективе на какое-то дальнейшее развитие. На ваш взгляд, насколько это эффективно и насколько необходимо проводить такие встречи? Вы знаете, это эффективно. Эффективно потому, что сегодня перед нами стоит задача донести до мирового сообщества наши позиции. Вы знаете, что 25 лет мы доказываем всему миру о том пути, который мы избрали. Мы говорим, почему мы независимы, почему мы имеем на это право. Сегодня нам противостоят очень многие страны. Да, это весь западный мир, Евросоюз, все те друзья Грузии, которые сегодня делают все для того, чтобы позиции Республики Абхазия не были услышаны. Но поэтому в этом контексте, конечно же, очень важно иметь друзей, которые готовы нас слышать и которые готовы доносить наши позиции до мирового сообщества. Это очень важное направление. На сайте Министерства иностранных дел сегодня была опубликована новость о том, что Министерство иностранных дел выражает соболезнования по поводу теракта, который произошел в Сирии, в результате которого погибли мирные жители. Скажите, пожалуйста, это и есть то общение, которое демонстрирует то, что мы вместе, то, что мы рядом, или есть еще какие-то формы взаимоотношений между нашими республиками? Действительно, сегодня было опубликовано наше заявление, в котором мы осуждали действия Соединенных Штатов Америки и коалиции, которые они сегодня предпринимают в Сирии. Потому как в нарушение всех норм международного права сегодня
позиция США и их союзников направлена на то, чтобы сделать все для того, чтобы идти вопреки позиции легитимной власти Сирии. Сегодня мы прекрасно знаем, что сирийские власти борются с террористической организацией ИГИЛ и со всеми другими международными организациями террористическими, которые запрещены во всем мире. И как раз таки вот этой борьбе сегодня, к большому сожалению, противостоит западный мир, преподнося это в своих определенных красках. Поэтому то заявление, которое было сегодня сделано нами, оно направлено на поддержку действий легитимных властей Сирии и их борьбе с этим международным терроризмом. Совсем недавно вице-спикер грузинского парламента Ирма Инашвили заявила о том, что готова приехать сюда, в Абхазию, для того, чтобы выстроить такой прямой диалог с абхазами, который якобы, по ее мнению, поможет объединению страны. Как вы можете прокомментировать это заявление? Знаете, мы не первый раз слышим подобного рода заявления от различных должностных лиц Грузии, но скажу только одно. В Грузии должны уже понять и осознать тот факт, что возврата к прошлому нет и не будет. Есть сложившиеся реалии, есть суверенное государство, Республика Абхазия, которое граничит с Грузией, и, соответственно, отношения можно выстраивать только как с равноправным партнером. Не более того. Это уже далеко не первое, скажем так, пустое заявление грузинских политиков, которые утверждают, выражают готовность приехать в Абхазию, но в итоге никто не приезжает. Как вы считаете, для чего это делается, если всем очевидно, что это просто слова на ветер? Разные нюансы. Понимаете, многие депутаты и многие политики, вы помните, что в последнее время и премьер-министр Грузии новый зачастую употреблял в своей речи такие высказывания, которые направлены, как он говорит, на братьев абхазов и осетин, с предложением воспользоваться всеми теми благами, которые может предложить сегодня Европейский Союз и все прочие различные организации. Но все это популизм. Популизм, который направлен только, я предполагаю, на решение внутриполитических своих вопросов. Мы неоднократно четко заявляли свою позицию. Мы готовы к диалогу, но к диалогу как с равноправным государством. Мы никогда не будем обсуждать вопрос, связанный со статусом Республики Абхазия, так как этот статус определил народ Абхазии. Поэтому это те позиции, которые для нас никогда не будут предметом обсуждения. В Грузии активно ведется предвыборная кампания. Наверняка Министерство иностранных дел Абхазии ведет работу, собирает информацию. Скажите, пожалуйста, есть ли силы, которые по результатам выборов, придя к власти в Грузии, скажем так, могут объективно оценить уже давно сложившиеся политические реалии вокруг Абхазии? То есть как раз о чем вы говорите, признать тот факт, что Абхазия уже давно независимое суверенное государство. Вне зависимости от того, кто бы сегодня не пришел к власти в Грузии, естественно, это будет выбор народа Грузии в первую очередь. И мы никоим образом не вмешиваемся в те процессы, которые происходят в соседнем государстве. Но повторюсь, что кто бы ни пришел к власти, мы будем продолжать свою работу, направленную именно на то, чтобы дать понимание и Грузии, и грузинским властям, и народу о том, что Республика Абхазия – это независимое государство, с кем нужно выстраивать абсолютно равноправный диалог. Еще хотелось бы получить комментарий по ситуации вокруг Керченского пролива. Российские ФСБ заявили о том, что украинские ВМС, то есть украинские корабли, нарушили морские границы, и несмотря на все попытки остановить и так далее, они продолжали свои действия, и в итоге эти корабли задержали. То есть подробно не буду вдаваться, всем уже давно это очевидно. Какова позиция Министерства иностранных дел Абхазии в этом вопросе? К большому сожалению, мы все были очевидцами того, как 25 ноября Украина совершила провокационные действия в отношении Российской Федерации
направив свои суда в территориальные воды России, да, без выполнения тех существующих норм, которые необходимо выполнять в данном случае. Были нарушены абсолютно практически все нормы международного права, которые регламентируют проход по территориальным водам. Ну что сказать, спланированная провокация, которая направлена на то, чтобы, наверное, усилить некую эскалацию конфликта в регионе. И сегодня мы имеем возможность наблюдать за тем, что страны Европы и Запада опять-таки начинают решать вопросы, связанные с усилениями санкций против России. То есть мы видим абсолютно агрессивную риторику стран Запада, стран Европы против России. И мы видели, что на Совете Безопасности ООН, там, где Российская Федерация этот вопрос подняла, данный вопрос был отклонен. Вот. Все это говорит о том негативном фоне, который сегодня страны Запада опять-таки делают все для того, чтобы ввести очень серьезный санкционный режим против России, усилить эти санкции. Даур Вадимович, меньше чем через месяц запланирован очередной раунд в женевских дискуссиях. Вы не могли бы коротко рассказать о том, что планируется обсуждать и какие перед собой задачи ставит абхазская делегация? Да, 11-12 декабря у нас будет проходить очередной раунд женевских дискуссий. Естественно, основным вопросом у нас остается это вопрос, связанный с подписанием соглашения о неприменении силы между Абхазией и Грузией, соответственно, Грузией и Южной Осетией. Вы знаете позицию грузинской стороны, которая категорически отказывается подписывать данное соглашение с нами. Абсолютно четко дали свое видение на женевских дискуссиях относительно этого процесса. Вот, и, соответственно, будем настаивать на необходимости подписания данного соглашения между Абхазией и Грузией, и, соответственно, между Южной Осетией и Грузией. Даур Вадимович, большое спасибо. Мы желаем ваших делегаций, то есть нашей общей делегации, успехов на женевских дискуссиях. Ждем вас с хорошими новостями. До встречи. До свидания.